Всем привет из солнечного Крыма. Ялта. Четверг, середина марта. Направляемся на Айпетри. Маршрут дня Айпетри. На ЕМТБ режиме будет наш маршрут. Пирожок. Собаки бегают. Телефон. Нет, но я тебе хочу сказать другое. Все, выехали с набережной. Сейчас заедем еще, посмотрим, что здесь делается на Приморской. Так, ну все, выехали с набережной, едем на Айпетри. Где-то градусов 12 сейчас.
экскурсионный автобус, что ли. Сейчас по времени у нас уже 3:15. Надо в 4:30 уже сидеть на Плата Айпетри и пить чай. Постараемся успеть. А там будет видно. Ну да, где-то часа 1,5-2 ехать на Айпетри. Ну, мне. Со скоростью где-то 20 км в час. Регулярно. Постоянно. В этом году поехал уже первый раз в Партенит. Партенит и рядом утес. Вот мне больше... Не, получается, мне в Партените нравится сам пляж больше, чем, например, в Семиизе. В Партените галька такая, как бы мелко средняя, что-то вот так вот. И она такая гладкая. Вот. А в Семиизе она такая более какая-то жесткая. Вот в штанах выпал на пляж и вообще разница ощутимая, как в Семиизе, а как в Партените. Но это я при том, что ничего под жопу не стелю. Так, чисто, ну, в двух штанах. Вот. Тут забор какой-то поставили, он что-то огородили, непонятно что. Может, кто-то выкупил землю, будет там все, деревья все выкорчевывать и строить какой-то комплекс. Ливадия, начало, вон море, там где-то. А мы сейчас по Ливадии тут, там нам надо на Севастопольскую трассу выехать и на Айпетри свернуть. На подъем разогнались. Сейчас подъемчик тут.
Давай, давай, тащим, тащим. На подъеме затаскиваем. За Динамо. Ливадийский школа, что-то там. Ливадийская школа. Или что? Фух. Блин, забыл взять воду. Чай взял, а воду нет. Ну ладно, сейчас в принципе еще не так жарко. Будем пить чай. Всегда, когда собираешь рюкзак, особенно если куда-то спешишь, что-то и забываешь взять. Фух. Здесь в том году постелили новый асфальт. Фу. 20 идем. Дорога в сторону Айпетри. Ну, эта дорога ведет на этот торговый центр Конфетти, бетонные заводы. Вот. Ну, она, получается, там дальше пересекается с Севастопольской этой трассой. Горы какие. Горы зовут. Красивые горы сегодня. Почти без облаков. Красота. Вон что-то сносят. Строят что-то. О, собаки.
На подъеме переключаться нежелательно. А я, блин, переключился. Заранее надо. Только подъезжаешь к подъему. Все. Раз-раз. Быстро переключился. Котик. Котик не знает, куда ему деться. Да, сейчас будет постоянно жарко. Сейчас постоянно вверх будет дорога. Подъем, подъем, подъем аж до самого Плата и Петри. Фух. Что там такое у нас, спица что ли? А, ветка, блин. Я думаю, что она там? Ветка. Ха. Я думал, уже спица лопнула. А ну, посмотрим сейчас. Ну да. Ветка была. Так, сейчас сколько посмотрим. Время 15:24. А ехать. — 15:24, да. Наверное, в 4:30 не успеем. Хотя бы в 5 успеть. Но в 5 полтора часа отсюда и наверх, полтора часа хватит с головой. Ладно, не будем загадывать, посмотрим. Фух. Вон горы, горы. Горы зовут нас сегодня. Сегодня не по трассе мы едем, а едем по трассе в горы. Да. Фух. Жарковатенько уже.
человейники, как некоторые называют, девятиэтажки и выше. Ну, наверное, пятиэтажки тут тоже считаются. Может и нет, может и да. Человейники. Но здесь, конечно, место такое себе. В основном здесь, кстати, маршрутки вообще, не знаю, ходят или нет. Если ходят, то редко. Тут только на машине, у кого есть машина. Там, мне кажется, сейчас есть машина у всех. Пускай даже не дорогая там иномарка, а даже обычная там, я там не знаю, Ланосы там или Жигули или что там еще. Сейчас он бэушные можно купить и за 300, и за 400 тысяч, и за 500 тысяч машину. О, красота какая! Эх, горы, горы! Да, красотища! Тепло тогда, нормально, ветер такой теплый. Это у нас сегодня, ой, собака, сегодня у нас какое, так, какое у нас сегодня, 15 что ли, или 14. Вот. Ну так, весна еще не совсем, что прям наступила. Да, деревья, многие уже цветут, расцвели там все это. Но все равно холодно еще. Все-таки вот это как лет 5 назад или сколько поменялась погода. И все, и оно так идет каждый год. Каждый год, каждый год весна. Март прохладный. Ну, понятно, что уже 0 нету там, плюс 5 даже редко. Но все равно 8, 10, 12, иногда там днем 15 в марте. Вот каждый год такая погода вот уже на протяжении 5 лет или даже 7 лет уже. Фух. Апрель так уже более-менее. Хотя тут тоже каждый год там по-разному было. То прям 3-4 дня тепло, там 20 даже 22, там 20, 24 бывало. То, блин, опять там плюс 10, плюс 12. Для весны это вообще ни о чем. Весна, да, было сколько лет. Вот мы уже в феврале, в конце уже, мы уже ходили в шортах, в футболках. Уже было плюс 25. Стабильно было плюс 20, 25. Вот так вот. Температура вот такая была. И было, да, вот именно весна. Все вот 3 месяца как бы были настоящие такие весенние. А сейчас, конечно, да, сейчас весна, не знаю, месяц. Май. И там чуть-чуть апреля. Ну, дней, может, 15, 10. Так что такие дела. Ну, погода, да. А что нам? Мы все равно катаемся круглый год. Вон горы какие классные. Зелененькие уже. Ух. Снега нет, уже растаял. Да, катаемся круглый год. В
Крыму, в принципе, снегопадов таковых нету. Можно зимой кататься легко. Одел теплую одежду и погнал. Ну, правда, в горы особо не покатаешься. Там, конечно, в горах снег. Надо шипованную ставить и тогда ездить. Но я в этом году, кстати, ни разу шипы не ставил. Хотя вот были такие дни, я ездил в горы, снег был, и я по снегу на вот этой демисезонной резине ездил. Ну, получается, у меня Швальба, Биг Бетти и Магик Мария. И вот я на ней всю зиму, в принципе, проездил. Ну да, я в этом году, конечно, в основном ездил тупо по асфальту. В горы там раза 4 там где-то выезжал. Ну 5 там. А так в основном по асфальту ездил. Там в Семиис, Коцевеле, Гурзуф, Никита. Вот такие, в принципе, у меня были поездки зимние. Ну и выбирался там, да, Боткинская тропа, Узенбарская тропа. Пару раз на Петре ездил, когда еще снега особо не было, но уже была зима. Вот. Ну и в декабре зима, блин, а я в конце декабря даже ездил на Форосскую церковь. Это в одну сторону 45 километров, ну, то есть в обе стороны 90. Вот я ездил в конце декабря, с погодой повезло. Было градусов, по-моему, 15, что ли. Или 12. Ну так было, да. Нормально. Вот. Но зимой на дальние расстояния особо не поездишь. Это в одну сторону часа два с половиной, и в другую. То есть 4-5 часов зимой, как бы, такое себе занятие. Поэтому я на дальние расстояния зимой не езжу. Ну, во-первых, куча одежек, устаешь, блин, сильно. Хоть даже и электро, но все равно устаешь сильно из-за того, что куча одежек. Поэтому так, да. Поэтому я зимой стараюсь на такие расстояния ездить. Короткие.
О, шалаш. А что они там поставили? А ну-ка посмотрим, что это такое. И написали к сосне Паласа. А, вот это что они говорили. К сосне Паласа. Ха, прикольно. И что тут написали? Экологическая тропа. Пройдя по тропе, длина которой чуть больше 200 метров, вы знаете много нового о растениях. Да. Заповедный Крым. А то, что запрещено, ничего нету. Ну, я, кстати, ездил здесь по этому лесу. Так что, может, я даже и видел эти все сосны. Ладно, уже 15:38. А ехать. Надо ехать дальше. Да, к 4:30 точно не успеем. В 5 бы успеть подъехать, так скажем. Да едь уже. Боишься. Не боись. Кнопку турбо мы не включим. Такс. Подъезжаем к водопаду Учансу. Но смысла сейчас сюда заходить нам нету. Чё мы здесь забыли? Сейчас, кстати, дождей особо сильных не было, поэтому так. Смысла... А, не, есть он, да, видно. Чуток есть. Ну вот я когда был в декабре или в январе, когда дня 4 был дождь, и вот я вот до этого места подъезжал, и прям такой шум был. Сейчас этого шума нету. И тогда вот именно такой водопадище было, реально вообще крутецкий. А сейчас так себе. Ну там течет кое-как, ну не знаю. Там он поставили табличку «Я люблю». Что там? Я люблю. Что-то там я люблю. Я люблю водопад Учан. Так, проехали водопад Учансу. Едем дальше. К Черепашьему озеру.
Так, прохладненько уже здесь, да. А, забыл поменять наушник. То правое ухо село. Так я тут что, послушал полчаса или сколько. И все, уже наушник один сел. Ну, я одеваю по одному уху слушать музыку. Так, открытые ворота на Петре. О! Люди едут с Айпетри уже. Кто-то с Айпетри, а кто-то на Айпетри. Вот такие делишки. Так, проехали. Сейчас глянем сколько. 12 км. Одно деление уже убежало от нас. Осталось 4 штучки. Кстати, пробовал на турбо с Ялты на Айпетри. Хватило. Я думал, не хватит. Хватило, даже еще там на километров 5 оставалось. Получается, с набережной и на Петре и назад на набережную 50, не помню, 54 чи 55. Вот. А на турбо, по идее, хватает на километров 60. Вот, но дело в том, что на Петре постоянно подъемы. Вот. Так что как бы нормально, да. Ну, сейчас потеплеет, сейчас будет хватать заряда дольше. Будет хватать и на... Ну, там плюс 5, я думаю, плюс 8 км будет хватать дольше. Ну, то есть 50, если сейчас, то потом, когда уже будет 25 где-то тепла, то добавится еще плюс 5, плюс 8 км. Будем на Форос ездить, в Алушту, в Партенитик. Так, кайф. Весна — это кайф.
Лето тоже кайф, но летом жарко. Сильно жарко. И я летом езжу в Феодосии. Там Феодосия, Коктебель, Орджоникидзе. Катаюсь в тех краях Крыма. Ну, красота какая. Сосны. Есть прям толстенные такие вообще. Не знаю, им полет, наверное, не знаю сколько, 200 или сколько. Красотень вообще. Такие пышные все. Красотища. Да. Дорогу еще не сделали нормальную. Или хотя бы подлатали там более-менее как. Как он в этом, в Красной Поляне, в Розе Хуторе в Сочи. Там вообще дороги, песня. Новенькие, гладенькие такие, без ям, без ничего, вообще кайф. Ну там просто что было, да, Олимпиада, и все делали к этой Олимпиаде. Дороги все эти, там же приезжали всякие крутые там бизнесмены на машинах же в Сочи в аэропорт прилетали и на машинах потом ехали в Красную Поляну. Конечно, там для них всех дороги сделали новенькие. А тут кто? Тут Олимпиады никакой нету. Просто туристы и люди ездят себе на Айпетре так отдохнуть, посмотреть. Так что какой-то спортсмен в футболке одной. Чудак. Да, так что тут дороги будут такие, какие есть. Никто их тут делать не будет. Депутаты всякие сюда не ездят. А ездит простой народ. Так что дороги тут как есть, так и есть. Как постелили, сколько лет, 100 назад, или когда там ложили дорогу на Айпетре, интересно будет посмотреть, в каком году. При Николае II в 1900-х там начальных годов, или в 1800 каком-то году, или до Николая II ложили. Да, интересно, надо будет посмотреть информацию. Или это уже положили? Да не, наверное, да, лет 100 назад, 100%. Хотя, кто его знает, может даже уже и после
40-х годов, ну, после 1943-45 там, не, скорее всего, после войны там, если. Вот тут это вопросик такой, да, интересно. А Петре вообще, когда это все тут ложили асфальтик. О. Фух. Фух. Поздновато выезжаем, блин. Да сколько? В 2:30 выехали, блин. Поздно. Надо выезжать хотя бы в час уже. Ну, то есть, чтобы не спешить, потихонечку там. А то у меня вечно, блин, выезжаю, блин, поздно. Пока доедешь, пока назад уже и темень. Ну, а бывает раньше не получается. Дела всякие там. Фу. Да, дождик был. Не прям еще подсохло везде, так что. Фу. Вон горы виднеются. Ну, сейчас хочу встать. Ой. Фух, да, жарковатенько.
Ладно, поехали дальше. Фух. О, черепашки. Черепашье озеро. Доехали. Черепашки ниндзя. Если успеем, то назад поедем через лес, через Голубое озеро по тропе Ягодка. Если успеем, да. Сейчас темнеет где-то в 7, где-то в 6:30. Нам бы хотя бы по Ягодке спуститься, ну хотя бы там 6:20 вот так вот, и там по вот трассе на Гаспру уже там в принципе нормально. Просто по темноте, по Ягодке, чтобы не заблудиться там. Так то я в принципе знаю, как где там что, но когда темно, то можно в какой-то поворот вильнуть и все, и заблудился. Лезешь все-таки. Но там все равно как бы стоят везде эти, там они специально на деревьях значки свои поставили, что это типа ягодка. Ладно, посмотрим. Нам надо еще доехать до Айпетри, посидеть, попить чайку, вот, а потом уже будет видно, во сколько мы будем спускаться. Фух. Фух.
Да, местами лужи. Вот здесь часто машины ставят и куда-то идут. Может, это тоже идет дорога к Голубому озеру, потому что вот уже это лесная база, и вот от этой базы туда вниз Голубое озеро. Наверное, там тоже оттуда есть тропа, которая ведет туда на Голубое озеро. 100%. Просто я тут знаю только на дну дорожку, тропу к Голубому озеру. Кто-то с фарами уже едет даже. Рано еще с фарами ехать. Вот за этой базой сразу вот этот поворотик, который ведет на Ягодку. Вот он здесь. Сюда вот. На Ягодку. И на это. И на озеро. Так, сколько времени у нас там? Посмотрим. 16:06. 16, ну в 5, да. В 5 мы будем на Айпетре, это 100%. Фу. В 5 будем. Так, это мы уже приближаемся к этой, к серебряной беседке.
Фух. Жарковато уже. Жарковатенько. Ко-ко-ко. Да, мы уже черт знает где. Уже 800 метров над уровнем моря есть у нас. Можно я пойду без рук на МТБшке. О, красота какая, да? Впереди. Без рук еду. Шатает. Шатает нас, шатает. Фух. Да, воду не взяла. Водички бы выпить. Жалко, что не взяла. Кстати, там есть родничок. А у нас есть чашечка. Мы сейчас встанем и глоточек сделаем родниковой воды, горной. У меня друг, когда мы с ним на Петре ездили, он постоянно там набирал воду. Попробуем, что там за водичка. Фух. Назад, я думаю, можно будет на турбо ехать. Я думаю, легко можно. Потому что останется у нас где-то 3 деления или где-то 2,5. Я думаю, должно хватить, потому что назад почти в основном спуск. Там только, ну, под тропе Ягодки тоже везде почти спуск. Единственное, там вот по Гаспри, по Царской, ну там хватит. Что там, 7 километров по Царской, а потом с Ливади в Ялту еще там километра 3-4. Хватит, да. Сейчас просто, да, мы поэкономим. Согрелись вот. А назад, я думаю, подключим кнопку турбо и будет веселее. Хотя спускаться особо можно вообще выключить двигатель. Там аж включить аж где-то там на тропе Ягодка. Фух. Да, ям, конечно, особенно вот после зимы, после снега, после гололедов этих машин все равно зимой ездят эти всякие внедорожники на Петре. Вот они зимой дорогу так чуть-чуть убивают. Ну, понятно, что не за раз, а каждый год же ездят. И вот оно за лет 5 вот уже там где-то ямочка, там. Вроде как ямочки небольшие, но тем не менее, когда едешь, ощущается так тын-тын. Можно сюда подняться, но сейчас здесь грязючка и не поднимешься. Когда вот сухо поднимались, ну, чтоб не в объезд так, а чисто так, резко такая
раз в сторону вильнул. Серебряная беседка. Одна машина. Стоит, больше никого. Ну, ладно, может назад по Бырику заедем. Нам сейчас на Петре надо ехать. Ну, это и так считается, как бы, все это считается Айпетри. Нам как бы на Плата Айпетри. Вот так вот, да. Правильно так. Плата Айпетри. На зубцы Айпетри. Ну, красотища. Зеленое все, лес зеленый-зеленый. Сосны, да. Красота, природа, да. Те, кто живут в Крыму и у кого есть возможность хотя бы на выходных, там, пятница, суббота, воскресенье ездить по разным местам, те самые, ну вот именно те, которые в Крыму живут, я думаю, они самые счастливые люди, потому что природа такая, в лес, там, во дворцы, там, на водопады, там, ну, мест столько полно. Природа это, да, горы, вот все это просто фантастика. Отдыхаешь просто вообще душой и телом. Так, где-то тут ручеек наш. Сейчас найдем его. Да, вот он. Кто-то поставил эту половину